Так, надо подумать, как разрулить одну проблему. Вчера я рыдал, всю жилетку Ларисе Батьковне промочил, просил подарить мне колготки, чтобы там картошку, кашу в гымгу положить. Потом стал соблазнять. Не знаю, сколько колготки стоят, эта пакость. 100 рублей, у него там гомерический смех. Говорит, за 100 рублей сам таскай, блин. Порвутся через 5 секунд. Ну, дошел до 500, согласилась. Учитывая, что колготки сегодня я абсолютно не пользовался, они абсолютно целые. Ой, как вернуть и 500 рублей сохранить, а? Нет, что-то мне подсказывает. 500 рублей я на всю оставшуюся жизнь распрощался. Но я человек не жадный. Колготки тоже верну. Ну, сколько карасей в другую морду попало. Слушай, не хочешь посмотреть? Посмотри, вот дрень, да? Ага. На что она похоже, тебе сказать не знаю. И вот дрень. Если так было зашито. Зашита, она на машинке зашита была. Если кто-то вот так рванул специально посмотреть. Ну, версия такая, кто-то решил посмотреть. Дырки-то вообще-то не слабые. Да, и тут одна, похоже, что надрезанная, и она там осталась. Короче, вот эту дуру я поднял, 2 карася увидел. Потащил, пришел, смотрю, уже один. Где-то и по дороге. Я там сбегал, посмотрел, не нашел. Так что он где-то плавать остался. Ладно. Ну, кончаем, другими словами. Ну, жаба оживела. Куда ко мне ползет? Целовать все равно не буду. Ну, эта жаба шустрая попала. Эй, пупсик, что встала? Давай, шуруй. Ух, как он, как партизан в траве. Ну, тришки. Ну, тришки так тришки. Что ж. Ладно, так оставлять не будем, чтобы потом хуже не было. Сейчас мы это закроем все. Зафиксируем. Так, ну вроде все дырки залепил. Как это? Дырка на дырке, как пару карасей-то попало, блин. Это самый тупой. Самые тупые, что ли, которым жить надоело. Так, ладно. Кончаем все равно. Ну, на зиму под елку. Надеюсь, тут снег сильно не надавит. Я вчера у Ларисы Батьковны, можно сказать, купил за 500 рублей колготки и не использовал. Не надо? Просто так даю. У меня уже здоровья нету грабителей изображать. Ой, кошмар. Что и делать, блин? Эй, ну 500 рублей я уже распрощался. Ну чего, ребятки, нельзя сказать, что пустые. 2 штуки. Но кот покайфует. Покайфует, это точно. Слушай, ты так вкусно рассказываешь, как ты тут второй смородину поел. Что-то тоже захотелось. Тяни, колодка. Ух ты. О, там вон дальше. Есть. Ну, я говорю, что не все съел. У меня слюнки потекли, извиняюсь. Ух, что думали те ягодки? Спрятались? Нифига, сейчас я вас ням-ням. Класс. Слушай, полностью спел я. 16 августа. С запозданием легким. Многие ягоды с запозданием. Вон шиповник еще не спелый тоже. Урожайность в разные года одинаковой не бывает. Когда пустовато, когда полновато. Но с другой стороны, полностью пустой тайга не бывает. Что-нибудь да есть. Класс. Ну, неурожайный год, это все относительно. Ладно, пора домой. Вкуснотища. Слушай, учитывая, что здесь ягода в принципе есть, вряд ли сюда Мишка доходил до этого места. Видимо, у него лучше места есть, чем там 20 ягод. Ну да, запросто. Ну ладно, Гэп, покеда,
Карасиная эпопея За- кончилась. Да, это точно. В На этом этот- году. На этот год. Да. Потом у нас другие походы. Ну, ориентироваться, что Лариса Батьковна на ноги встанет. Пока купили этот самый стул на колесиках, и она по квартире на этом стуле с колесиками катается. Я думал, моя жена будет, а потом она не будет страдать. А она так классно развлекается. Нет, слишком тарахтит стул. Когда- Тарахтит, не то слово, блин. Это тогда соседи, наверное, охают, дахают, там не Соседи не знаю, но я сам просыпаюсь. Шиповнику до зрелости, как до Марса. Он твердый, практически зеленый. По-моему, близко плюс 20 стало. Что-то в Броднях стало жарковато. Ну, снова до лодки дошли. Ой, куда-то залез, блин. Как не пускай. Вот жить. Ура, на свет Божий вышли. Водичка. Так, ну что, рюкзак сюда. На солнце тепло, но, наверное, тепло, все равно одеваться, куртку надо. Так, Марья Ивановна, я готова. Поехали. Ну, у нас все. Вручную интереснее. Знаешь, сколько сил тратится? Да, вот только что. О, как она классно разукрашена. Ну что, это вот тебе нуток, Я понял. в аренду будешь брать. Да. Что, все что ли? А, так она это, пластмассовая. Здравствуйте, дядя Сергей. Приветствуем. Как ваше здоровье? Начнем с самого главного. Главное, чтобы у вас все было в давай. порядке. У меня- Видосики там, что выкладывались, там все, чтобы было. У меня компьютер был сломан, это самое, как там в Высогорске сыграли электричеством. Ага. У меня кирдык и все, хана. Тяжелые, можно съехать. Тяжелая, да? 190 килограмм. Ни хрена себе. Это почти 200 килограмм, нифига себе. У меня Геля лодку делал 10 тысяч. Но я- Маленькую или большую? Нет, большую 7,50 тоже. Но Больше- это когда было? Это 170. 170? А продают там за 230. Охренеть.
Так это, я говорю, покупка-то дай бог, все-таки. Так ведь? Охренеть. Значительная такая. Ну, я сам делаю, поэтому это... Ну, Мне ты делаешь полегче. маленький. Как у вас все механизировано. Подспихни. Куда не течет? Это ты похвалил или поругал? Ну, на вид мощняцкая, мощняцкая. Высокие борта, да? Так он садится, видишь. Широкие. А качается, то бишь овал какой-то есть. Овальная, то бишь в возрасте держать равновесие труднее. Да. А то у нас это, родственники выкладывают, как они на лодку. Я говорю, возле дома хотя бы на лодке меня сфоткай в этом году. Шойчик мус. Туда в корму зайди. Садись. Сядь на лавочку. Возьми весло. Антураж должен быть полный. Смотри, весло такое хорошее. Только я одета почему-то. Туда в корму. От берега чуть-чуть отпихнись. Не-не-не, так лучше. Давай, внимание, снимаю. Давай, еще разок. Только ты... Ну давай, сейчас как тебе больше нравится. Там на снимке это немножко как бы... Давай. Он ходит человек и качается, прилично качается. Это я нормально себя чувствую. Ну я привык уже. Тебе сколько лет? 70. 70? О, мое уважение. Если ты если равновесие держишь 70, молодец. Я не пил сегодня. Как не пил, что врешь-то? Пил. Это был не я. Выдала, блин. Это был не я. Это из-за этого и, наверное, держишь. Эти оставить палочки на столе. Ну, ладно. Удачи. Был рад тебя увидеть. Ну, давай, Лариса Батькина, выздоравливай быстрее. Чтобы мы могли тебя спокойно оставить. Хоба! Мы готовы. Давно готовы. Лариса Батьковна, короче, смотри. Абсолютно какая взял, такую и возвращаю. Нифига, Сережа, нифига. Я тебе дала колготки, и я уже их назад не принимаю, только новые и Они ни разу в двойном количестве. мы не носили, никуда не, на рыбу не использовали. Это ваши проблемы. Я, знаешь, от сердца оторвала, мне за это вместо одной пары 2 новых. А, ну ладно, рано или поздно у тебя заживет нога, поэтому мы в избушку еще возьму. Ну, держи при себе, а мне, пожалуйста, новые 2 пары. Хорошо, дорогая. Зато Кузя сегодня доволен будет. Да. Кузя, 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 Кузя. Только. Ну хотя бы так. На, жуй.